Большая чистка, которую мало кто мог предвидеть. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, откуда уже выгоняют таджиков. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого интересного. В разных регионах России вводятся новые запреты для мигрантов, которые не разрешают им работать в сфере торговли, общепития, общественном транспорте, в том числе и такси. При этом некоторые российские чиновники бьют тревогу, говоря о нехватке рабочих рук. В 2022 году 4 региона России ввели запрет на работу мигрантам в разных сферах: Калужская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Калининградская область. В этих регионах мигрантам запрещено водить такси и любой другой общественный транспорт, производить детское питание, трудиться в сфере образования, торговать алкоголем, табаком и продуктами питания, поставлять продукты, а также работать в здравоохранении. Еще в некоторых регионах страны мигрантам запрещено устраиваться переводчиками, секретарями, редакторами, кадровиками, финансистами, бухгалтерами, а также на работу, связанную с добычей полезных ископаемых, торговлей лесом, рыболовством, охотой и разведением диких животных. Также иностранным гражданам не разрешено работать в рыночных киосках и торговых палатках по приготовлению пищи, готовить пищу на передвижных лавках и продавать ее. При этом еще в некоторых регионах ввели внушительные штрафы за привлечение мигрантов к запрещенным профессиям. Юридическим лицам до 1 миллиона рублей, должностным до 50 тысяч. Могут быть оштрафованы и физические лица, нанявшие мигранта, от 2 до 4 тысяч рублей. Важно отметить, что ограничения и вышеупомянутые регионы касаются только тех трудовых мигрантов, кто в России работает по патенту. Это граждане Таджикистана, Азербайджана, Абхазии, Молдовии и Узбекистана, а граждан членов ЕАЭС, Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана ограничения не касаются, так как по трудовым правам они приравнены к россиянам. Акмал Мухторов, мигрант, работает водителем-курьером в Калужской области. По его словам, ситуация в области день за днем ухудшается, и это, возможно, связано с посещением главы Калужской области многофункционального миграционного центра в Боровском районе, думает он. В Калужской области идет чистка мигрантов именно из Таджикистана и Узбекистана, пока нас не тронули, но предупредили, что скоро мы должны оставить работу, хотя все документы в порядке. День за днем становится все труднее, и не знаем, что светит нам в дальнейшем, говорит мужчина. В Калужской области много наших земляков, они работают дворниками, курьерами, строителями, трудятся на полях у фермеров, многие просто работают у частных людей, даже огороды копают. По словам Акмала, почти все его знакомые, которые работают в Калужской области, неквалифицированные рабочие, но больше всего местных раздражает незнание русского языка. Насчет преступности я бы сказал, слухи преувеличены. Наши ребята боятся даже на улицу выйти, не то чтобы полезть в драку или идти грабить магазин. Уже 5 лет работаю здесь, моя работа сезонная, в зимнее время уезжаю. Не видел ни одного преступника среди наших мигрантов, но нарушителей много, в основном не соблюдают сроки обновления разрешений документации, отметил собеседник. Акмал говорит, что если ему не разрешат работать курьером, то он либо уедет в другую область, где нет такого запрета, либо поменяет работу. Скорее всего, в летний сезон перейдут на ремонт квартир. У меня есть опыт, подумывает он. А как вы относитесь к таким зачисткам в России? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Абдумалик Кадиров, таджикский медиаэксперт, считает, что в России отношение к трудовым мигрантам неоднозначно. Есть категория чиновников, для которых идеи русского мира превыше всего, и те создают антимигрантские настроения в российском обществе. А есть те, кто понимает, что без трудовых мигрантов экономика страны не выживет. Чиновники, которые отвечают за экономический блок России, особенно те, кто отвечает за строительный сектор, приходят в ужас от того, что сокращается количество трудовых мигрантов из Центральной Азии. Они реально понимают, что значит эти трудовые мигранты для России. Без них экономика России не выживет и потерпит крах, говорит Кадиров. По его словам, последние являются сторонниками смягчения положения трудовых мигрантов и продвигают идею, чтобы систематизировать и провести в нормальный, цивилизованный вид трудовую миграцию в России. По поводу нынешних ограничений деятельности трудовых мигрантов эксперт сказал, что с экономической точки зрения россиян можно понять. Ограничивая деятельность трудовых мигрантов, они стараются привлекать безработное население самой России. Другая причина в том, что деятельность трудовых мигрантов в той или иной сфере не отвечает их требованиям, особенно в части знания русского языка. Через такие ограничения власти разных регионов пытаются решить вопрос комфортности населения, сказал Кадиров. Про рейды, которые идут в России, особенно в Москве и Подмосковье, эксперт говорит, что это такой рычаг давления на Таджикистан в плане вхождения в ЕАЭС. С одной стороны, это инструмент давления, чтобы принудить их
войти в этот политический проект, хотя он и называется экономическим, говорит Кадиров. Силовые структуры России чаще нарушают обычные права граждан Таджикистана, чем других трудовых мигрантов. Это происходит потому, что наши трудовые мигранты менее защищены с точки зрения государственной поддержки. Поэтому по отношению к ним силовые структуры России могут позволить себе такие грубые выходки, просто зная, что с них никакого спроса не будет. Абдумалик Кадиров отмечает, что как только таджикское посольство или консульство в России начинают проявлять какой-то интерес к нарушению прав своих граждан, российские силовые структуры начинают с уважением относиться к таджикским трудовым мигрантам. А как вы относитесь к сложившейся ситуации, что наше посольство даже не шевелится помогать им? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.